Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лисо Хабалова и коротко о главном к этому часу. То есть мы занялись производством халатов, комбинезонов. На данный момент у нас производятся маски гигиенические. В Северной Осетии число заболевших коронавирусом снижается, но масочный режим в республике пока сохраняется. Средства индивидуальной защиты люди должны носить в общественном транспорте и в местах массового скопления. С 25 числа мы начинаем досрочное голосование, и все желающие могут реализовать свои полномочия, в общем-то, заранее. В Северной Осетии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. В Моздокском районе 1 июля будут действовать 46 избирательных участков и 3 временных. Залит пол, оштукатурены стены, поштукатурен фасад здания, перекрыта крыша заново. Несмотря на пандемию коронавируса, в республике продолжают строить и ремонтировать объекты по нацпроектам. Один из них – образование. По проекту «Успех каждого ребенка» капитально ремонтируют спортивные залы в сельских школах. Эпидемиологическая ситуация в республике стабилизируется. По словам специалистов, заболеваемость COVID-19 снижается. А с 15 июня Северная Осетия перешла ко второму этапу снятия ограничений. Об этом в своем обращении к жителям республики рассказал Вячеслав Битаров. Глава подчеркнул, сохранить здоровье граждан – приоритетная задача. Уважаемые жители нашей республики, уже почти 3 месяца мы живем в режиме повышенной готовности. Меры, которые принимались и принимаются руководством республики, вынуждены и необходимы. Здесь наша главная цель – это сохранить здоровье и жизнь наших граждан. Да, мы столкнулись с невидимым врагом, коварным и неизвестным. И это усложняет борьбу. Но и в этих условиях мы делаем все возможное, чтобы поставить жесткий заслон на пути распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня специалисты Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения республики, главные врачи больниц констатируют снижение роста заболеваемости. Количество обращений с подозрением на коронавирус с каждым днем уменьшается. Ситуация стабилизируется. На этом этапе очень важно удержать этот результат. Мы выполняем все установленные требования и рекомендации Министерства здравоохранения России. Продолжаются работы по оснащению наших стационаров новым оборудованием, в том числе диагностическим. Мы благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину, правительству Москвы, всем, кто в эти дни рядом с нами, благодарны и всем жителям, соблюдающим режим самоизоляции. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 15 июня мы перешли ко второму этапу смягчения ограничительных мер на территории нашей республики. Так, к работе приступили многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, возобновили свою работу организации индивидуальные предприниматели. Начали работать рынки, торговые центры. Исключение составили развлекательные игровые зоны и кинотеатры. Также мы открыли уличные кафе и летние веранды. Но при этом руководители заведений должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Главное – это здоровье людей. Поэтому очень важно исключить риски ухудшения ситуации. Если динамика будет благоприятная, мы продолжим поэтапное снятие ограничительных мер. А для этого необходимо неукоснительно соблюдать требования личной безопасности в общественных местах и транспорте, избегать многолюдных мест. Необходимо ограничить посещение траурных мероприятий, соблюдать масочный режим. Да, у нас есть традиции, которые мы не собираемся забывать, но сейчас необходимо по возможности минимизировать количество людей на траурных мероприятиях. Еще раз подчеркну, важнейшая на сегодня задача – сохранить достигнутую динамику по снижению заболеваемости. В то же время не менее важным считаю необходимость стабилизации экономической ситуации, сохранения производств и рабочих мест. Профильным министерством определены наиболее пострадавшие отрасли экономики в разрезе каждого предприятия.
мы будем помогать и в адресном порядке. Уважаемые жители, сотрудники Министерства внутренних дел и Роспотребнадзора Республики продолжают рейды по соблюдению всех норм и предписаний. Однако, согласитесь, невозможно проконтролировать каждого. Поэтому рассчитываем на вашу сознательность и понимание ситуации. Дорогие жители республики, уверен, вместе мы справимся с существующими проблемами. Ситуация изменится, и жизнь войдет в прежнее русло. Мы войдем в обычный ритм, продолжим реализацию планов, нацеленных на развитие нашей республики. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. По данным Роспотребнадзора, за сутки в республике зафиксировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 908 жителей республики. 8065 человек сняты с наблюдения. О состоянии пациентов с диагнозом COVID-19 и о том, какое лечение они получают сегодня, рассказал министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев. Совещание с журналистами провели в режиме видеоконференции. Говорили о том, что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в жизнь людей, но, несмотря на спад вируса, расслабляться рано. Подробнее обо всем Алана Томаева. Новая коронавирусная инфекция показала реальную работу системы здравоохранения по всему миру, выявила ее слабые и сильные стороны. Теперь, по словам министра здравоохранения республики Тамерлана Гогичаева, предстоит большая работа над тем, чтобы устранить все недочеты и оптимизировать работу. Еще вирус выявил серьезный кадровый дефицит, который предстоит решить. На видеоконференции с журналистами министр здравоохранения отчитался о состоянии тяжелобольных пациентов в медучреждениях республики. По детской больнице опасений по докладу главного врача Мурата Владимировича Игаева опасений нет. Там не в ковидной даже зоне есть в реанимации пациенты, да, но и в ковидной, те, которые находятся, они, будем так говорить, средней степени тяжести, относительно самочувствия удовлетворительной, с положительной динамикой. Если возникают какие-то сложности с пациентами, а тем более детьми, это незамедлительно докладывается мне, я в свою очередь докладываю главе. И все, что зависит от республики, и при необходимости тех специалистов, которые нужны, во-первых, детская больница одна из самых, наверное, передовых, которая тут же связывается с федеральными центрами по телемедицине для консультации, и при необходимости мы приглашаем специалистов, либо мы вывозим наших детей в федеральные клиники. На данный момент каких-то экстраординарных нет. Говорили о лекарственном обеспечении тех, кто терапию проходит дома. Жители республики жалуются, что не получают препаратов. Доктор участковый приходит, оценивает, принимает решение, что этому пациенту нужны какие-то препараты. Дальше, придя на свое рабочее место, врачебная комиссия, когда они заявляют, в этот же день определяется адрес, и адресно посредством волонтеров ПМФ эти лекарства доставляются. После чего идет звонок этому пациенту для того, чтобы уточнить, были эти лекарства доставлены или нет, потому что доктор уже был, объяснил, как, что принимать и это далее. Тамерлан Гогичаев отметил, несмотря на спад вируса, расслабляться рано. Последствия COVID-19 еще долго будут ощущаться практически во всех сферах жизни. Министр подчеркнул, послабление ограничений не значит, что вирус отступил окончательно, и призывал избегать массового скопления людей и продолжать соблюдать меры безопасности. Алана Томаева, Владислав Туаев. Новости Осетии. Масочный режим в республике пока сохраняется. Средства индивидуальной защиты люди должны носить в общественном транспорте и в местах массового скопления людей. Специалисты говорят, маска действительно может защитить от вируса. Главное – правильно ее использовать. Тему продолжит Алана Томаева. Защитные маски за последние месяцы стали обязательным атрибутом для каждого жителя не только республики, всего мира. Они помогли уберечь от заражения тысячи людей. Специалисты призывают носить маски до конца пандемии и напоминают, есть определенные правила их использования. Что касается масок, вот такие которые на мне, маска, ее носят, в принципе, нужно носить 1,5–2 часа максимум. Дальше она становится только источником инфицирования.
Перед тем, как одеть маску, мы должны понимать, что эти мероприятия нужно выполнять комбинированно. То есть мы должны обязательно мыть руки, обрабатывать их растворами спиртосодержащим, которые содержат не менее 60-70% спирта. Затем мы одеваем маску. Мы снимаем маску также с задней части, где есть две резинки, да, то есть мы не трогаем лицевую часть маски. Сегодня в республике дефицита защитных масок нет. Многие предприятия во время пандемии перепрофилировали свое производство. Например, компания, которая занимается пошивом школьной формы, сегодня изготавливает только средства индивидуальной защиты. При этом само производство не пострадало. Коллекцию школьной формы пошили заранее. На данный период мы вынуждены были перенастроить все свое оборудование. То есть мы занялись производством халатов, комбинезонов. На данный момент у нас производятся маски гигиенические. За май месяц мы произвели 30 тысяч масок. Спрос на маски не спадает. Но у нас еще есть в нашем регионе, наверное, такая особенность. Все почему-то хотят именно черные маски. Вот. И спросом пользуются именно они, черные маски. Несмотря на поэтапное снятие ограничений, масочный режим в республике сохраняется до конца июня. Специалисты напоминают, носить средства индивидуальной защиты нужно в местах массового скопления, в транспорте и на производствах. Главное, не забывать вовремя менять маски. Алана Томаева, Ибрагим Чочев. Новости Осетии. О развитии Моздокского района говорил сегодня глава республики Вячеслав Битаров. Совещание состоялось в режиме видеоконференц-связи. Какую работу проводят в районе и какую еще предстоит, обсудили с главой Моздокского района. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Вопрос мелиоративных систем в Моздокском районе по-прежнему стоит остро. Решение этой проблемы входит в программу развития муниципалитета. На видеоконференции с главой района Вячеслав Битаров отметил, именно Моздокский район больше всего нуждается в мелиорации. Глава напомнил о федеральной программе, которая позволяет вернуть 70% вложенных средств предпринимателям, и призвал власти муниципалитета активнее работать с ними. В этом году республика, Казбек тот раз не даст, не соврат, ничего не сделала по мелиорации. Правильно, у нас проектов нет мелиорации. А ведь Моздокский район больше всего нуждается в мелиорации. Есть прекрасная федеральная программа, только что сказал Казбек Тотразович об этой программе. И мы не можем участвовать в этой программе, потому что вы не можете поработать с сельхозпроизводителями в районе, в муниципалитете своем. Моздокский район является аграрным. Земля здесь должна стать действенным фактором экономического развития. И о земельных ресурсах должна быть высокая отдача в бюджет, в том числе посредством арендных платежей. Но этого не происходит. Все от того, что отдельным землепользователям в судебном порядке удастся занизить кадастровую стоимость земель. Это откровенное нанесение ущерба бюджету муниципалитета. И когда мы бюджет формируем, мы ориентируемся на те цифры и количество гектаров, которые имеются в каждом муниципалитете. И с них, согласно установленных сумм арендной платы, высчитываем бюджет. Нам надо найти выход из данной ситуации. И не допустить повторения того, что творится. Это не только в Моздокском районе, это по всей республике. Также глава отметил, благодаря поддержке президента страны Владимира Путина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к концу года построят долгожданную дорогу, которая в разы сократит путь между Владикавказом и Моздоком. Работы в районе много. Глава республики призвал все ответственные ведомства работать сообща и оперативно. Алана Томаева, Хетак Гапоев. Новости Осетии. Реализацию национального проекта «Демография» сегодня обсуждал председатель правительства Таймураз Тускаев с руководителями профильных ведомств. Совещание в режиме видеоконференц-связи. Важной темой обсуждения стала финансовая поддержка семей при рождении детей. Министр труда и социального развития Борис Хубаев доложил, что из средств федерального бюджета нуждающимся семьям при рождении первого ребенка с этого года ежемесячно выплачивается 10 280 рублей. А при рождении третьего и последующих детей 10 087
7 рублей. Выплаты семья будет получать, пока ребенку не исполнится 3 года. В 2019 году такие выплаты получили 5800 семей. С 2018 года в республике также реализуются льготные ипотечные кредитования под 6% для семей, имеющих 2 и более детей. Программой уже воспользовались более 90 семей. В приоритете также создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных учреждениях. В прошлом году строители сдали 10 пристроек к детским садам на 980 мест, а для детей от 1,5 до 3 лет сдали 8 пристроек на 335 мест. Государство занимается и проблемой занятости женщин, находящихся в декретном отпуске. Кроме того, в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в 2019 году построено 9 многофункциональных игровых площадок. В этом году в районах республики построят еще 14. Общий объем финансирования программы составляет более 430 миллионов рублей. На эти деньги, помимо спортплощадок, в этом году будет построен спорткомплекс в Ордоне. Закупят новое искусственное покрытие поля для детско-юношеской спортивной школы футбола «Спартак Алания». Поставят в спортивную школу «Юность» и новое спортивное оборудование. И детство, проблемы старшего поколения. Но помимо этого данная концепция включает в себя вопросы экономического и пространственного развития, проблемы нравственности и культуры, молодежной политики и очень разные важные моменты нашей жизни. Мероприятия национального проекта «Демография» позволят стать реальностью мечты многих семей нашей республики о первом, втором, третьем ребенке. Как показывают данные социологических исследований, многие семьи сегодня хотят иметь 3 и более детей, но вопросы демографии качественно невозможно решать без поддержки старшего поколения, и на это должны быть направлены усилия всех органов власти, как республиканских, так и органов местного самоуправления. Создание достойных условий для старшего поколения – это показатель уровня культуры народа, это фактор сохранения и развития наших традиций и передача их последующим поколениям. 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. В Северной Осетии к этому тоже готовятся. В Моздокском районе будут действовать 46 избирательных участков и 3 временных. Всего будут работать более 400 представителей территориальных избирательных комиссий. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участки будут оснащены средствами индивидуальной защиты. На данный момент в электронном реестре зарегистрировано порядка 60 тысяч людей. Сейчас идет информационная работа с населением. Людям рассказывают, какие именно предлагаются поправки в Конституцию. Поправки в Конституцию – это серьезный вопрос. Поэтому мы рассчитываем, несмотря на особенность Моздокского района по поводу жары, но выборы позволяют построить механизм голосования таким образом, что с 25 числа мы начинаем досрочное голосование, и все желающие могут реализовать свои полномочия, в общем-то, заранее. Единый день голосования назначен на 1 июля. Проголосовать можно будет не только по месту жительства, но и в любом удобном для себя избирательном участке. Всего в республике их будет открыто 338 постоянных и 25 временных. О важности предстоящего голосования говорят и научные деятели республики. Наши молодые ученые и студенты должны являться надежным научным потенциалом и инновационным будущим республики и нашей страны. Очень важно, чтобы они чувствовали свою востребованность, испытывали профессиональную гордость, видели, что общество и государство их по достоинству оценивает. Поправки в Конституцию поднимут не только престиж науки, но и уровень ответственности, а также поставят новые цели и задачи.
Несмотря на пандемию коронавируса, в республике продолжают строить и ремонтировать объекты по нацпроектам. Один из них – образование. По проекту «Успех каждого ребенка» капитально ремонтируют спортивные залы в сельских школах. Кроме того, оснащают их необходимым оборудованием. Какие работы уже провели, в материале Георгия Дзапарова. Это спортзал первой школы селения Эльхотово. С 70-х годов порядок здесь поддерживали сами учителя. Белили, убирали, красили. Но это помогало лишь на время. Со временем крыша прохудилась и стала протекать. Из-за влаги ощущался запах сырости, рассыпалась штукатурка. Заниматься спортом в таких условиях сложно, поэтому новость о капитальном ремонте спортзала обрадовала и педагогов, и учеников. Лет 10, наверное, назад меняли полы, потому что они у нас сгнили совсем и были в ужасном состоянии. Вот тогда делали, поменяли на пластиковые, окна поменяли, так что что-то делалось. Ну, в общем, вы рады? Очень рады. Жаль, что из-под маски не видно мою улыбку, но мы очень рады. Ремонт начался месяц назад. Многое уже успели сделать. По словам строителей, стены зала были в ужасном состоянии. Пришлось до кирпича снимать старую штукатурку. Сейчас стены ровные, теперь их нужно зашпаклевать и покрасить. Вместо устаревшего деревянного пола появится современное резиновое покрытие. По документам объект нужно сдать до 15 августа, но стройка идет с опережением графика. Рабочие рассчитывают завершить ремонт уже через месяц. Здание преобразится и снаружи. Там тоже сняли штукатурку, заново штукатурим сейчас. И потом пошпаклюем и покрасим. Вот там у них, например, на крыше этого нет. Водостойки мне не нравятся. Их поменяю. Там на фасаде наверху, обрамление будет. Все нормально должно быть. А это спортзал второй школы в станице Архонская. Ситуация аналогичная. Зданию почти 50 лет. Капитального ремонта здесь тоже никогда не было. Также местами отваливалась штукатурка. Из-за проблем с отоплением ощущалась сырость, вздувались стены. Снаружи разрушалась кирпичная кладка. Сейчас ремонт вышел на финишную прямую. Залит пол, оштукатурены стены, поштукатурен фасад здания, перекрыта крыша заново, отремонтированы раздевалки, тренерская и коридор. Качеством и темпом работ я очень довольна. Надеюсь, что к 1 сентября наши дети зайдут в новый комфортный спортивный зал и будут показывать высокие результаты. В рамках нацпроекта образования спортзалы ремонтируют и в других сельских школах республики. В Рамоново, в Нарте, в селении Камбелеевское. Капитальным ремонтом ограничиваться не стали. Как рассказали в Министерстве образования и науки республики, на базах школ создадут спортивные кружки, чтобы у молодежи в селах была возможность заниматься спортом. Также совместно с Минстроем закупят современное спортивное оборудование и инвентарь. Например, это оборудование для занятий баскетболом, для занятий волейболом. Это различного рода оборудование для тенниса, те же самые шахматы. Например, да? То есть все, что касается непосредственно таких подвижных видов спорта, это мы приобретаем вот такое оборудование в этом году. В этом году на капитальный ремонт спортзалов и закупку оборудования из федерального бюджета выделили 19 миллионов рублей. Георгий Дзапаров, Александр Каджаев, Новости Осетии. И на этом моя часть выпуска завершена. Передаю слово своему коллеге из остинской редакции Феликсу Бритаеву. Феликс, здравствуй. Бужныга Элис Хабарта ища салдырсын артакаса брайфанышан канзынан. Арзурзыштам бонып кадуавардыхай, ама ана коммерцион организациятан хушиганантыл. Коштай унжита трамвай фандаджихай салса конт арсад. Балвартар Хабарта дыхай сабар рекламай фашта банкал макашут. Хирургия катаракты и глаукомы. Офтальмо. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Бутилированная вода от специализированных предприятий из высокогорных родников не содержит хлор и другие вредные примеси. Фирма «Кулер» уже много лет занимается доставкой бутилированной питьевой воды. «Кулер» – просто, удобно, полезно. Ищите посуду на подарок или для приданого? А может, решили обновить собственную кухонную утварь? Загляните в магазин «Блеск Посуда». Сервизы, столовые приборы, кастрюли, чайники, сковородки, подарочные наборы, предметы интерьера. Всего и не перечислить. В этом огромном разнообразии посуды вам наверняка что-то приглянется. Магазин «Блеск Посуда». Рынок Викалина, 2-й ряд, 16-й склад. Телефон 928 860 12 12. Ваш автомобиль может больше знать. Ваш автомобиль может больше видеть. Антирадары, видеорегистраторы, навигационные системы. Ваш автомобиль может больше. Установочный центр «Мастер Аудио». Улица Курская, 1.
Ищите аккумулятор для грузового или легкового автомобиля, для мотоцикла или детской машины? Все это вы найдете в сети магазинов «Заряд». Мы предлагаем большой выбор продукции для всех видов автомобилей. С нами выгодно сотрудничать, с нами удобно. Вы получаете полный цикл обслуживания. Мы сами привезем аккумулятор, установим его, проверим генератор, заберем старый аккумулятор. Звоните, мы поможем выбрать наиболее подходящие для вас товары. Глазная клиника «Офтальма». Хирургия катаракты и глаукомы. «Офтальма». Отличное зрение по отличной цене. Телефон во Владикавказе 33 33 22. На цонселе у надо комкома эфира программа Ахам Хабарта, студии Бертята Феликс, Сабрайна Равдышты. Таша гнишка марабара гудоны на масаши артамин ахшашада сапор фонс. И в чуткама коронавируса рынчентал бафты дноджи артендуа. А на нижзинат как на министрады фаштаг баракана нтетахай разурзаштем. Куштыта рагагом, зауджилковый энергообъект Туавар Баракканынс, Сагат Кавказа энергоихущита, Шармагон дыркаштышты, фажжигоном, жимагон раштагмакуцаттаканынс умам. Дуа автоцистерны, дуа бульдозера, ама. Артабанач каран хатулгай, ноджима трактора малышта кушангарштем. Арзонжин ширвашта хушинканнан Шармагон техника фафылдаркоттуй. Райштойса экология и национ проекта фалгата. Райдайзышта на нижзинат каккана министрады фаштаг баракканантай. Тагды хушы клиникон рынчындонын артакаиш шадахшай аш пациентым. Юандашма коронавирусы жбараккоттуй. Сыппардаш рынчынышты улафан аппараттыбын. Шывалат республикон клиникон рынчындоны инфекцион корпусы иш. Дуынырта шываллона макарджин дуады шадаймаджим. Коронавирус сыра бараккоттуй. Фараш шываллонма макарджин фон задаймагма. Реанимации иш сыпар шываллоным. Республикон клиникон рынчындоны иш сыпар шада авдая авдадаймаджим. Референс-центр ковид-камаш баракоттой удона на масу дугунью адаймаджем. Дугун фонзай штулов анаппараттыбын. Ана нижзинат каккана министр Годжисата Тамерлана набонут фембалд журналистимам. Зоапраттахчак фарштатын. Шаю баштут раджа заужикауса виркаусау арсад уимам. Балашыбын с фараштаж зачевалон фаси. Уман явавар нырмау уажжау. Навшиш кайфахуждару занумай. Лапуя хадаг улафан райдытта. И улдар рефлекс такушинс. Аппаткауга ахушин ракан зашты. Фанышанку та Годжисата Тамерлан. Ожардул нарлаун канзаштам заужикау декагам июны. Город Унгтаю балаш афалдахтама шевалония бенефаси. Нартака иш шевалата республикон клиникон рынчындоны. Могу сказать, что самочувствие и состояние, конечно, ребенка, который в реанимации не ковидной, на того дерева упало, когда был у нас ураган, остается, конечно, тяжелое, потому что по диагнозу я не могу озвучивать, но то, что он вышел, и наши специалисты все же совершили чудо, и он уже экстубирован, и дышит самостоятельно, и рефлексы сохранены, отчасти мы наблюдаем. При необходимости в дальнейшем, как уже будет, посмотрим, как это все пойдет, то, как вчера мы с главой республики был доклад, все необходимое от нашей республики, что зависит, мы это сделаем.
Социалон нишанивок каманишахам шада фонда на коммерционной организации бахаштой федералон реестрма. Уйтахай унафа рахаштой уращей экономикон рашта министрадем. Ус реестр суагдатты и шудонаным балывалам хашан ахуш. Шармагон документ шнышанканан бахашкотта баштай президент Владимир Путин. А на коммерционной организации таштым дуамин автошамаже фцагамян варей фаштама президента гранта чирамблта удон. Уимама субсидита ама андархоже грантадыр. Хагды ишкут харжаудан авто ахурадон хи уагдатта ама социалонлыккатта хаштганжита. Архайнц алык абажыдыр. Ананиш зинат какканны культурай, спорты ама национ центрта. Реестр мас организаций табафты той удон райшсышты бира варшыга хуш. Амбалысын кушчыты мыштаба фидыныты кредит льгота тахужа райшын. Я намасы вар 2% автомай. Шармагондайсын ахшажмайма аргавзышты ша Казахстадон фиттонта ама калонта фидыны фатк. Уима факаттаркан зашты калонта касадархай ахашткан доманта. Кармганан раштагма саттаганан куштытан ша сыппарам хай карома кондырсыд. Сараноты коммуналон хазарады саттазинады жамагма удуун сыппар проценты. А патыфылдар куштыта бако той дон заван дон ифтонгама электрон тахима баш службата. Фон шада штай фонс километр салса кот той дон заван хатылты. Арташада шай фараш километр канализацион ама артын аш километр электрон тахателты. Куштыта нада патайра хай кот той арташада артынавд милуан шома. Даган шхарскот той авдайсы пар. Алагиры квартал энергетика вафажент ног кармдаттагаг. Саттау куштма кармдаттаг хыжаг дигарайдер. Город Гарон района Бирафатин хазарттандыр. Ода важал тайташ нау. Фаткмагашка араштадон куштыта саузышты инна бектыдыр. Зауджилковый энергообъект Уавар Бараккадан Сагат Кавказа энерго, ама компании Россети Сагат Кавказа кушчита. Шармагонда иркашты штафажигоном, жемагон раштагма саттазинадмам. Филиалы специалиста расараж за что электрон хотелты дуашада авдай километром. Бажи за что шадаю трансформаторон дал станцама, уимама авдаях шаш дал станции кушангаршта шнок канзышты. Энергетик тараев за что аманафидар канзышты ашшада ахшаш саджинзы, аммажбарак канзышты сапармин Арташада изолятор Уавар. А патыфылдар куштыта саузышты қауты. Аргом аждақсышты социалон инфраструктуры электронтых ифтонгадма. С объектом бажилзышты удона электронтых сауы артынық шаш қаума. Шейхшан уаллагжджид дигара сыкола рдон ама андарта. Шармагонда нышығды канан қаузан электронтық телта чиқыгдары усыкузита ама балаштык алиута. Афазадарғы специалиста бажилзышты электронтық телта фажуаты дуынық шаш гектарма. Усыкушт хуждардам шағатсан электронтық ифтонгады хашқадзинадыл. Адашсинады доманта хаштканга салса канан куштыта араш саунс эпидемиологон Уаварханская. Асы ажыр айдяны сагат ирыштоныр сыд авчыда сыппори ужың ширвашты. Ушынканын сагат ирыштонынан қаладжы сауты министрадай. На республика ежың хушынганыг хаяды кушыты ферважын коттой авдадай маджы. Эвакуации гондыр сыдышты дуашада вдай юадай маджы. Дуада шайрайштой сафты аштадай маджы фамарт. Жың ширваштытан шафылдар сыдышты саргакамна канынс ахам бінатты. Жыңширвашты тыфылдархаю арзон профилон министрада маку жағынса автомай арташада авдай жыңширвашты эфылдар арсыд хушкарды кам шузынс уйтыхай. Автомай административон ағдауымағашқа вхардбаев той қшардашадай маджы. Удонай авдышты маждаджы районай. Фонзанзы рафыштой рак фазақшыты. Юадай мағбафышта ивар ұқшажмины барс. Дагуры районыта Афхардбаев тойыртадай маджы. Бафышто ивар файна дуаминем. Ютауал зарайшта рак фазақшты. Кирова Амалагир районты держак он халджита Ивар Гондыр сыдышты. На республика нанқала жуаварты министрадыма. Юхат хушынканынс жак он чихала. Уй административонық даваев хард кайяв сануи. Сарджита бафицышты дуамина эртамин шома онг Ивар. Пацахадон кушетата ахшажминай фанташмин шома онг. Амалкомадам дуун минай артын минем. Юридикон барнон зинат камаиш удонта шадафанзай минай дуашада мин шома онг.
Арзон жыңширвашыта хушынганынан шармагон техника фафылдар коттой. Экология национ проекты фалгаты сагат ирыштома бафтыд шармагон техникой артаюаджи. Уйтыхай федералон бюджеты рахай коттой артындыш милуан шомай фылдар. Республикай бюджеты та авчада наваз мин шомай фылдар. Национ проекты руаджи дуажма на республикай фажент юандаш техникой юаджи ама Qad qaqqanan mazaltan sıppar kuşangarjı. Adapataysil şkarskot toyrtın fonz milan şomay fıldar. Nok техникай тахай балвартар кузурамад алания лес кушту атма бафтыд. Дуа автоцистернай, дуа бульдозер, арта бначкаран хаттулгай ноджима трактор ама лишта кушангаршта. Qады Хазарада федералон агентады баракканан тамгашка арзон жыңширвашты тахушынгадан техникайн ефылдар жауат вавыры марсыд. Автомайт та сагат ирыштоны qады фажуат шада авдай авд гектары фылдару ома регионан ефылдар хай. Техника кайнокканын свы ахатсан анан қаладжы саутыны масылдар. Анан қаладжы саутым саттазинады фадалахурадон методиконым бірдасы цагат ирыштоным. Архайтойзы профилон министратты ама уагдатты минаварты. Шарыштой видео башсинады шпайдагангайым. Амбырда архайджыта фанышан коттой кудақшя губақваджырыштык адаман афойнадыл бақхушканын. Анан қаладжы вавыр ама арзон баллахтыта фаштиуджытыл бақушын. Оперативон вавр, аппаны зух баракканыну специалисты шайрак хаштаю. Уйхынская араш саунс аварион службаты салсакканан куштыты. Специалисты арзыртой артыкагамию насагат ирыштоны касыдар районты арзон футболышты кайырсы дуйтыхай. Уяху шаядам ишпон адама, ахшанадом банатты кыгдард байевтой. Министрада кушытар сыдышты хатсагмам, амгуштада айпыты кайвуд умам. Уйхынская амбырда архайджыта фанышан коттой ваштятон фатк доманта. Ахам саута самай мауалыр савой, уйтыхай банахаш коттой, ирважын ганджитан уаламхашана хуртаражын. Зауджиков полиция кушита ражен салых жон профилактикон рейтом. Шаю осторожно мошенники жага. Я шайрак хашу сагат ирыштоны сарджыты саштфалдахчыты гадымитай бакакканын. Жагам интернета тагдады садуканитайш удоны фарсы саштфалдахчытын шабону адам ашайын. Биратасыл уалдайдар тахишлар карадам бауандын сама сыншех сай фараштар витынс. Сарджыты кубамбарынс газрахатай сылкай расыдыштуй от базурынс полиция кушитам. Самай саштфалдахчыты митак аттар каной уйтыхай сарджитима арвылбон нахаш канынс полиция кушитамасын даттынс информацион гахатыта. Умай валдай рейтті фалгаты. На город уыңты аварынс шармагон банерті. Усы банертыл фыштиш сарджитан шахикут дарын қауы саштфалдахчыты нахма уи. Зауджикау коштай проспекты Авшам Вандагал та трамвайты расыдышты. Салдар майдарғызы фандаджы уатсак салса коттой. Уйтыхай фандак онжмалд колымпытима уд. Ныр Пашковский номыл шуанг налсыкы унжионг сафандаджы хай швикаромма араштырсыд. Араштадон кыштыты кутсыдышты уйтыхай балварттыр разурзан навасқашык утартайды. Коштай проспекты сарджита асы хабар марагай балудышты. Салдар майдарха кай арыштой усынок Авшамвандаг марасыдышты трамвайта. Ныр на город рагондар транспортон хушта юма анкалма кашын налкау. Трамвай фандаджи хай Пашковский шуанг налсыкка унжионг арыштырсыд. Работы по замене трамвайных рельс начались почти сразу в начале года. Благо погодные условия позволяли. Мы максимально торопились, постоянно взаимодействовали с подрядчиком, чтобы как можно быстрее закончить эти работы. И так как трамвай обслуживает наиболее социально незащищенную группу населения, Асы фандаджы хай артынажы дарғасалса коннауд. Фалақуттак хоржыр дам айфта арыджы. Ногай араштырсыдиш Авшамвандаг. Умей олдай марельсы тахшан арвар той нога асфальттар. Мы старались быстрее запустить трамвай. Примерно на это потребовалось 4 месяца. Адапатай кушты тулбахар скотой ахшай милуан шомы барс. Кушт ансон науд жаган специалист. Да жаган Пашковский номыл унжы сафандаджы хайыш. Уй аражанал бахар скотой фылдарыштаг. Вообще за 3 года мы поменяли уже 2 километра 300 метров трамвайных путей. Нам осталось заменить 700 метров, чтобы все трамвайное полотно по проспекту Коста было обновлено. Работами занимались краснодарские специалисты. Я уже сказал, учитывая опыт прошлых лет,
работа на этом перекрестке была проведена как минимум в 2 раза быстрее, чем это планировалось. Единственная заминка составляла в том, что мы решили оставить плиты, которые там стояли продолжительное количество времени. Мы решили их снять, очистить и обратно уложить, так как эти плиты позволят намного реже заниматься ремонтом на этом перекрестке. Фанда гараштар сыднырыкон техникон домантам гашка салсыгай котой Краснодар специалистима амгушткангая. Кайжагынай кауна город трамвайын самадишага историш. Шафажын драшт нудашам анушай сау вода ябума фанда конжмалды яражак дарбанат на шафа. Кутарты айда шуанта алан ахам хабарты. Мамана программа «Экоромбат тамбона кадыты хай». Абон я хуждар тайнауд. Почти хорны калтатых чинковда ихима. Город тунгтата доныбын фешты. Хатулгата ленкан райды той. Анан калыджы саута министрада куджагын сафтымай. Ахам боны кадахашсын салдар боны. Ташагу тахчындымга таркавдата ама ихвардай. Саугадатта ташагу дони вилтытай. Хахтыраны раттыра саузыштылами датты. Уйфадал ирважын ганжы ташидын садам масамай карскуштар ой машахи бақаққаной. Пападжираштакта хабарканой шадаю кана 0 шармагонд номертым. Уйдна программа «Фашта кушанганина акбалвартар» на хабартам кашу чармагон сайт лириштон, что в ТВЛ ананижут малахи капканут.